Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Агадуллиной Лизе Киямовне, учителю лицея номер 42 города Уфы, Республика Башкортостан. Утягу дальше. Утягу дальше. Это хужавах ближе, да? Ближе. Я вот для себя никогда не понимал, почему она выбрала меня, честно говоря. Тогда в школе сейчас, может быть, не понимаю, потому что как-то вот всегда в классе казалось, что были сильнее ученики. Вот она выбрала меня почему-то. Дети разного уровня, и по знаниям, и по поведению. А там ведь надо быть очень таким выдержанным. Такой характер должен быть. У нее это заложено природой. Лиза Киямовна же человек. Прям человек с больших букв, со всех букв человек. Все мы пишем свою биографию, но не о каждом из нас хочется снять фильм. Угу. 39 рублей была у меня первая зарплата. Я расскажу об этом. От биографии. Вот тут я скажу кое-что. На вас я смотрю. Необычное было детство. Детство было, и коровы не было, и голод был, и нелегкое было детство. Но все-таки меня никогда, вот что я помню, меня никогда не били, не ударили в семье. Все мне ласково относились, потому что я самая младшая, и еще ласковая, видимо, сама тоже была, играя на мандолине. Коровы не было. И мы с сестрой ходили Аклимапага за молоком. Это было за рекой. Значит, однажды мы с ней пошли, мы обязательно должны были с собой нести дрова. Этой бабушке должны были нести мы дрова. И мы стали переходить реку, то при этом меня вода унесла. Ладно, хорошо, что рядом были детдомские ребята, они купались, и они меня спасли. Потом они рассказывали, спасти-то мы ее спасли, говорит, потом говорит, спрашивают, где, говорит, мои дрова, я ведь молока не получу. Она, говорит, не радуется, что, говорит, ее спасли, а, говорит, требует от нас, говорит, дрова. А потом спасло то, что у нас, значит, в деревне сепаратор был. Этот сепаратор поставили у нас дома. И это не было на счастье. К нам ходили на сепаратор, и деревенские ходили, и колхозные тоже так же пропускали. И что интересно, что
Они говорили, играй на мандолине и спой, мы тебе дадим молока. Таким образом, мы вышли из положения. Я пою, играю, и у нас дома есть молоко. Чтобы играть, надо знать мелодию. А я то, что мама поет, только я знаю мелодии. Эти-то я играю. Но в деревне у нас единственный был патефон у дяди Ханифа. Они не так уж близко к нам. Я украдкой ходила туда и, значит, слушала. Они обычно, когда патефон играет, то они открывают окно. А я, значит, маленькая, я еще, это до школы еще, я слушаю вот это патефон мелодии. И эта мелодия интересна. Надо же мне запомнить. Я, оказывается, губами делала движение. Вот такое движение я делала. И домой я приходила вот так. Все наши замечали так. И мне говорили, ты знаешь, как делаешь ты, когда играешь на мандолине, ты делаешь губами вот такое движение. А я-то сама не знала. И я приходила домой, какой мелодию там. Или дранца, или что-то вот такие. Фарида Кудашева как поет. Вот ее песни я уже знала наизусть. Домой приходила, играла и пела эти песни. Вот так у меня музыкальная школа была вот патефон Ханифа Гайда. У нас в роду почти все играли на мандолине. И особенно у меня играла хорошо Динапа. Она, между прочим, знала и ноты. Откуда, как она знала ноты, я не знаю. У отца 9 сестер и братьев, они все тоже играли на мандолине. Был однажды такой случай. В деревне, значит, приехали, то есть по району собирали одаренных детей. Это после войны. Куда собирали, я не знаю. Но кто-то говорил в Ленинград, кто-то как-то, я не знаю точно. Но когда сказали, вот там девочка есть маленькая, она играет и поет, и пляшет сама, вот такая девочка. Они меня проверили, слух, видать, я это не понимала. И я сразу же запела, сразу играла. Они что-то, значит, они, какую-то мелодию они, значит, дают мне, а я сразу повторяю. Допустим, если кинофильм, я кино иду, я обязательно эту мелодию обязательно запоминаю. Видимо, музыкальный слух был хороший, память, видимо, музыкальная у меня была хорошая память, видимо. Но мама сразу сказала, проверить-то, значит, проверили. Мама сказала, я видела много детдомских детей. Сказала, что я не отпускаю никуда своего ребенка. Пошла я первый класс, но дома не знали, что я пошла в школу. Ну, босиком, летом хорошо, там в сентябре было тепло, и я пошла. А в классе были старше меня в основном. Но были разные. И у нас класс был на краю деревни, и здание-то деревянное, маленькое здание было. Там печка была, во время перемены мы грелись, около печки грелись. Больше других развлечений не было, на пев смотреть сходили. Сейчас этого озера уже нету, высохло это озеро уже. Ни певок нету, ни озера нету. Очень хорошо помню свою первую учительницу. Нафиса Апа мы называли, и все. Ельманова Нафиса Зарифуловна. Очень красивая. Я помню ее глаза. Серые, красивые, большие глаза. И очень была добрая. Вот. Я всю жизнь я ее помню. Вот. Я хочу как раз ей поставить памятник. Вот. Первому моей учительнице. И вот первый, второй класс мы там учились. Вроде училась, наверное, хорошо. Вот это точно я не помню. Но третий класс нас перевели в другое здание. Это выше, где вот сейчас настоящая сейчас школа. И вот, ну, основной, значит, корпус школы мы туда не попали. Опять рядом есть маленький домик, мы там учились также. Но там у нас были свои нюансы. К нам присоединились второгодники. Там на второй год много оставляли, да. К нам присоединились еще детдомские дети.
Крупные дети нам присоединились, как невеста, такие большие девушки уже с нами сидели. Мы какие, да, нет, третий, четвертый класс. Мы на родном языке всех. Детдомские тоже? Да, на да, татарском, да, на татарско-башкирском. Никто на русском не говорил, поэтому у меня и речь-то так. Помню, крупные были мальчики, трудные, тяжелые мальчики были. Они иногда руку на учителя поднимали. Мы маленькие, сидим-то, боимся их. Вот таким образом мы учились. Но, что интересно, от них пахло хлебом. Классқа келіп кірәң, эй, матор балалар. Отец с трудового фронта вернулся ослабленный, и мама решила зарезать корову. Без коровы остались, и молока не было. Но, тем не менее, у нас старшая сестра работала в детдоме. Ей давали паёк. Вот это паёк нас спас, и старшая сестра нас спасла. И я помню, в школе я сидела мальчиком из детдома, Гумировым Масалимом. И он ест свой хлеб, и я ем свой хлеб. Однажды он говорит, я прячу свой хлеб, стесняюсь. Масалим мне говорит, что Лиза, у тебя, наверное, хлеб очень вкусный, ты прячешь. А я не прячу. Давай поменяемся. Мы поменялись. Я же знаю, какой там хлеб вкусный. Я сразу толкала в рот. А он мой хлеб жует-то плюет, жует-то плюет. Потом он говорит, Лиза, как ты учишься таким хлебом? Вот когда мы с Масалимом разъехались, его отправили в другой детдом куда-то. И я слышала, что он в Стерлитамаке директор техникума. Когда муж поехал туда в командировку, я сказала, ты найди Масалима в таком техникуме. Он нашел, поговорили они, он не звонил, и мы договорились встретиться со слезами. Но нам встретиться не пришлось, потому что через несколько дней он, получив инфаркт, скончался. У нас мама из деревни Улькунды. Она блондинка, голубоглазая, такая сильная была наша мама. Вот она никогда не унывала и доставала. Она и работала, и конюхом работала, и на охране работала, но самое главное, она лечила людей. Я выросла в очень религиозной семье. Отец у меня был мулла, мама у меня акмуллу наизусть знала все. То есть мне вот это доброе отношение к людям всегда мне впиталось. Однажды мама услышала, что километров, наверное, 50 в деревне Лаклы бедствует сестра отца маленькими детьми. Они опухли от голода, сказали. И мама стала собирать дома. У нас что есть, одежда что есть, потом еду сколько есть, потом и соседи тоже выделили. На ночь глядя, она пошла туда. И мы, конечно, боялись. Она сказала, Бог меня спасет. Некоторые говорили, чего ж ты своим детям-то не оставляешь туда? Она сказала, что мол, чем больше даешь, тем больше мне вернется больше. Это ее был принцип. И таким образом она спасла эту семью от гибели. То есть они остались живы, и всю жизнь они были благодарны. Ее пригласили принимать роды. Все роды она принимала в деревне. Фельдшер не ходила без нее. И долго ее нету. Мы думаем, что с ней случилось-то. А потом ночью она пришла. Оказывается, завернуть ребенка не было тряпки. Она отрезала подол платья и завернула ребенка. Вот вечером наш дом разобрали, а в следующий день все деревни дом поставили. Это и есть смелость. Отец-то боялся, мы-то боялись, она не боялась. Она вот такая была смелая, вот такая. А из-за чего разобрали дом? Старый дом. Она хотела новый дом построить. Дом старенький был. Она была очень сильная блондинка такая, высокая блондинка, сильная была она.
Вот такая. Она больше любила мужскую работу, чем женскую работу, потому что она привыкла к этому. Она и в конюшне работала, напрягала лошадей она. Вот такая она была, вот такая сильная из деревни Улькунда. Может, поэтому она до 100 лет дожила, таблетки не пила и скончалась только во сне. Біздің ауыл башқұртша еліміз. Вот когда моему мужу предложили высокий пост, быть председателем Национального банка, моя мама сказала, позвав его, сказала, подниматься-то подниматься, а вот опускаться будет тяжело. Это место не для тебя, не для твоего характера. И мы все прислушивались, и он прислушался тоже так же. И не стал. И не стал, да. Может, там и не ставили, не знаю, но он не стремился к этому. Людей она читала еще. Вот когда к нам приезжали, как первому секретарю Шакиров приезжал или кто-то, они всегда спрашивали Фарида по дому, эти большие чины. И всегда поговорили, другие тоже поговорили с ней. Они любили поговорить с ней. Допустим, санаторий Янгантау Акбашев, он всегда говорил, он к себе, он брал ее, санаторий туда к себе домой. И она у них немножко пожила она, и он очень любил с моей мамой поговорить, ее слушать. То есть много было таких, которые ее слушали. Тесные связи, очень тесные связи с ней тоже бабушка. Чей характер больше передался Лизапага? Лизапага, наверное, дедушкин больше, я так думаю. Ну и частично бабушкин тоже. Бабушка очень такая была, на язык острый у нее был. Такая она очень смекалистая была. Смекалистая, но Лизапаж тоже такая же, в общем-то. А добрый там, вот дедушка был такой добрый. Потом приехала к нам жить бабушка, вот как раз Нинейка. И ей выделили как бы место четкое, конкретное. Ну, мы уже там. Ну, то есть у нас иерархия всегда была выстроена четко. Уважаемая бабушка, там родители. Мои родители ради собрания не ходили. Все знали, что они пожилые, что им не до ради собрания. Не ходили никто. Но один раз у меня папа все-таки пришел ко мне в школу. Он по каким-то делам, видимо, в Верхней Киги пришел 20 километров, и пришел он с собакой. С собакой они всегда вместе были, Сигнал. Такая красивая собака, Сигнал. И у нас идет урок математики. Открывается дверь, и заходит собака, Сигнал. Бежит ко мне сразу же, и заходит папа. Мне так стало стыдно, так стало неудобно. И я сразу же выбежала. Говорю, зачем ты сюда-то пришел? Ну вот мне сказали, что это мы громко же не говорим. Он же глухой, не слышит. Я вот как рот, он все понимает меня все понимает. Он меня очень любил. Вы знаете, я никогда не отставала от него. Мы с ним всегда вместе. Сено косили вместе, потом дрова рубили вместе, потом что в огороде мы вместе. Он мне помогал всегда, в огороде всегда помогал. Значит, полоть он мне помогал все. Однажды зови-ка, говорит, маму тоже один раз, говорит, огород, говорит, картошку окучивать. То есть у нас 60 соток же был сад, то есть огород был огромный. Мне одной же тоже тяжеловато. Зови, говорит, маму. Ну, я говорю, мама, папа говорит, что чтобы ты тоже вышла. Мама вышла, ну, стала полоть. И, знаете, после нее все эти, значит, ростки картофеля все лежат. Папа шуткой говорит, я думала, говорит, поросенок, говорит, соседки, говорит, наверное, здесь был. Я, говорит, подумал, говорит, больше мама не выходила никогда. Все работы мы с ним вдвоем делали. Если сено, значит, наверху я стою, он мне подает. Вот таким образом. Он мне говорил, что его отец скончался в 73, что он тоже так же 73. Значит, я всегда долго занималась в библиотеке.
И вернулась, потому что в классе, там большой класс, 25 человек, невозможно заниматься. Я пришла поздно. И девочки в комнате, никто не спали. Свет горел, никто не спали. Когда я зашла, открыв дверь, зашла, они смотрят на меня вопросительно. Я говорю: папа, отец? Да, сказали. Была телеграмма. И, конечно, я поехала домой. И что интересно, что отец меня дождался. Он был еще жив. У меня есть такой человек, как Нанай. Вот, она действительно мудрые советы дает. Ей папа передал, который прошел, он и в революции участвовал, и Ленина видел. И, представляете, вот из аула глухого в те времена ни связи, ни интернета, ни телевизора. Это же у тебя совсем рамки, другие о мире, да, другое представление. А тут тот Ленинград, тот Петроград, тот еще увидел. В Первой мировой войне они участвовали там. Это же сколько эмоций. Конечно, наверное, он мудрым человеком пришел, да, будучи мулой, все еще богословом. Отец у нее был мулой, и она всегда рассказывала. Его отец еще был учеником, мюридом самого Зайнула Ишама. Да, вот у меня в паспорте, это не листки она дала, она говорила, что ее отец писал. Аят, оберег. Как оберег, да. Да, вот я вам скажу. Вот. То есть насколько я знаю, это отец Лискиан мне писал, она ксерокопию мне тоже такой подарила. Я с тобой ношу уже сколько лет. Он приехал к своей матери навещать. Он приехал, та болела сильно. И Его мама была жива. не родная мама, другая мама. Она была жива. Они очень были, тоже дружные были. С мачехой. И, да. И помню, он Тахарат Алп. Потом лег, меня увидел. Я погладила руки его. Лег и уснул. В ней погибла, конечно, великая актриса. Она бы реализовалась и на этом поприще. У нее много талантов. Она очень танцевала всегда красиво. То есть она такая активистка всегда же была. Пионер-вожатая, комсомолка. Она всегда везде. Она всегда про все знает. Про всех, кто, где, что, откуда она знает, мы не знаем. Но она всегда все знает. Удивительное свойство. Лизакемна қайтса да, ол обязательно бізді қырғап, сығып, шында нендідер елға суларына көріп, нәрседер сөйлеп, мына шол сақлау турынданың бик матур шиғырлары бар бит инде. Ана шол сақлаудан да матур урман булган элек. Ол шуңа ненде бик нык урманда утыртасы килә. Безнең дә шул. Без үзебез дә үлем инде гаиләм белән шул авыл өчен көйеп, янып яшәгән кешеләр инде. Менә Петр Павлович Рутнев белән ана шул менә хәзерге вакытта авылдагы яшьләр ана шул аларның поколенияларына исептер наследиесе булып менә шул торалар инде. 3-4 класс были условия нелегкие. Именно вот трудные детдомские мальчики, там они творили, конечно, нехорошие. Мы их боялись всегда. 5 класс мы уже попали в основное здание. Тут уже счастье было, что мы в основном здании, там был коридор, и по коридору можно ходить, можно было. Там классы, опять А и Б классы. А свет был тогда? У нас в деревне была своя электростанция. Вот удивительно, вот свет у нас был, электричество было свое, да. И классный руководитель у меня языковед, русский язык, литература навела, Фархана Муслимова. А у другого класса учитель математики. Вот они были очень сильные учителя. Вот языковед у нас учила нас писать грамотно, очень грамотно. Она очень грамотная была сама. Она горбатая была, между прочим. И была депутатом она. До сих пор у меня грамотность в письме, только это от нее. А учитель математики, у нас был очень сильный учитель математики. Ему 90 лет, он до сих пор жив. Он как бы в деревне, как мулла. За рулем он пчел держит. Он построил мечеть.
давно уже, и съездил в хадж. И я, когда приезжаю, я обязательно с ним общаюсь. Без этого никак нельзя. Тагиров Акиф Тагирович. Да. Оказывается, мне по химии поставили единственную 4. Когда я в школе стала завучем работать, тогда вот документы я поднимала, и там я видела. В средней школе уже в Верхних Кигах, 20 километров от нас, Верхние Киги, мы ходили пешком. Летом-то ходили, а зимой мы оставались в общежитии. Но в общежитии было очень тесно. Много детей, очень тесно, и хлеба не хватало. И вот приходилось мне очень часто домой, потому что дома у меня пожилые родители. И всегда они говорили, что, мол, приходи почаще. То воды надо таскать, то полы мыть надо, то они зовут кого-то. И вот таким образом мне чаще других приходилось домой пешком. Значит, физика, химия, математика были на русском языке. Потому что учителя были такие, которые знали на русском языке вести предмет, и эвакуированные еще из Ленинграда были учителя тоже. Исхаков Мурат Ахметович, он участник войны был, и вот он классный руководитель, и у нас вел он математику, сильная математика. Двоюродный брат у меня, директор школы, он вел физику, Мухаметов Радул Мухтабарович. Химию, конечно, мой любимый предмет, Изида Алексеевна. Она меня всегда хвалила, что я лучше всех знаю химию. Короче говоря, я химиком стала благодаря Изиде Алексеевне. Изида Алексеевна Алексеева. Да. Вот она как раз была из Ленинграда. Она. Но нам не повезло там языковедом. Русский язык, литературу у нас вел офицер в отставке. Мы часто исправляли его ошибки. И он этому злился, конечно, нам. Но деваться некуда, мы пришли сюда грамотные. Но, повторяю еще раз, разговорная речь у нас была, конечно, плохо. Проверка была по всем школам отправляли, и инспекторская проверка всегда была там, по очереди отправляли. Но так как рано и рядом мои школы, так они больше всего, видать, к нам ходили они. Учили, они не только ведь проверяли, но и они учили, и молодых учителей учили, они помогали. Училась вроде я хорошо, все оценки были 5. Попробуй мне получать 4, это у меня, наверное, были бы слезы. Мне говорил классный руководитель, что я претендент на медаль. Тогда медаль была только золотая, а серебра не было. И медали давали очень мало. Для школы 1, 2, 3 медали всего. Больше не было медалей. И еще своим родственникам медаль давать нельзя. Я помню, в Мечетлинском районе директор школы дал своему брату, и его сняли с работы. Он был выходцем из нашей деревни, поэтому я это знаю. И вот таким образом, значит, подходит к выпускному уже ближе, меня приглашает к себе директор школы. Это мой брат, двоюродный брат. Мы знали, что в понедельник детей нельзя спрашивать, потому что мы же пешком приходим из Нижних Кигов, 20 километров, когда нам уроки-то делать нам. И вообще было такое правило, что в понедельник детей не спрашивают. Это мы свои права знали. Первый урок всегда была физика. На свежий воздух. Да, физика. И брат заходит, директор школы заходит, и меня спрашивает. Мухаметова отвечает. Опять я к доске, опять к доске. Каждый понедельник мне это надоело. Значит, опять, однажды он меня опять вызывает к доске, спрашивает меня, значит, прошлый материал. Я встала и сказала, понедельник нельзя спрашивать, есть такое, мол, правило. Потом он говорит, что садитесь, не садитесь, говорит, садитесь, 2. Я взяла дневник и принесла к нему, ставьте, говорю, мне. Он, знаете, он поставил большую единицу, поставил и подписал Мухаметов. Были разговоры, что он своему брату дал медаль. Ну, разговоры есть разговоры, было неприятно, наверное. И он меня пригласил. Я ничего не думаю, не знаю, зачем он меня. Он говорит, что в этом году медалистам никаких льгот нету. Медалисты все будут сдавать экзамен. Куда ты собираешься? Я говорю, я медицинский собираюсь. Тем более тебе физика, химия, русский,
медалисты все сдают экзамен. Вот меня готовят таким образом. Я, знаете, внутри я поняла, ага, значит, он мне не собирается дать медаль. А я-то внутри уже настроена, что я на золотую медаль я иду. Мне же классный руководитель сказал. И вот таким образом он мне настроил, что если у тебя, мол, медали не будет, мол, не расстраивайся, тебе она и не нужна. Я вышла оттуда, вы знаете, как ошпаренная я вышла. Мне было неприятно. И таким образом на выпускном я не получила медаль. Подруга моя, Люза, получила медаль. Потом Руслан получил и Лиля. Значит, все мы собрались в мединститут. Все 4 мы собрались в мединститут. Если все 5, тогда медаль надо. А у меня поставили 1 4. Вот эта обида мне осталась на всю мою жизнь, между прочим. Пусть сдаю экзамен, пусть как. Ну, медаль ведь другие-то получили, так же учились, как и я. Вот таким образом. Из-за вот этого двоюродного брата, что он опять скажет, родственникам дает, может быть, он сказал, ну, все-таки, может, и он был прав, что все равно сдавать экзамен, но у ребенка обида до старости осталась. Но что я вам скажу, вот своей дочери от медали я сама отказалась. Она не обиделась на вас? Она, не знаю, обиделась, не обиделась, но я подумала, что химию я сама буду готовить. Физика у меня есть, хороший физик. Биология у меня есть учитель, который биологию готовит. Я была уверена, что она сдаст. А русский сочинение-то она писала хорошо. И ругаться она умела хорошо, и сочинение писала хорошо. Она была очень грамотная. Поэтому я, подумав хорошо, мы с мужем тоже решили так же. И мы решили, опять, чтобы не было разговора, чтобы что учителю вот дает медаль, это все. Я сама к директору пошла, Фидель Гатятовна, говорю, нам медаль не нужна, нам все равно сдавать экзамен, мы будем сдавать экзамен. Вот таким образом. А когда мы учились в школе, мы ходили на химфак, она ходила, договаривалась, чтобы опять же, я лично сидел со студентами химфака БГУ, будучи школьником, на лекциях и на занятиях. То есть это нужно пойти договориться. Вот. Поэтому в этом плане у нее, конечно, борцовские качества, за своих детей, за своих учеников она борец. Она за себя не будет никогда идти договариваться, но за своих учеников, за своих детей она будет стоять горой. Даже на Олимпиаде, первая моя Олимпиада районная в школе в 9 классе, я решил задачку немножко по-другому, не как было решебники у них какие-то, может, были. Ну, первый раз в Олимпиаде, ну ладно, мне задачу не засчитали. Если явно отстояла. То есть вот тогда для меня это было примером, может быть, таким вот. Она борец, действительно борец. Тем более, как бы она, сколько она болезней победила. Вот. Она в этом плане, она молодец, очень стойкая духом. И столько пережила. Вот. Не знаю, если сказать, что мама должна как-то очень опекать детей, то это, конечно, не про нее совершенно. Но, с другой стороны, я ее могу назвать идеальным педагогом. Даже не педагогом, наверное, учителем. Именно предметником. Вот здесь она, конечно, идеальна, да. То есть она давала вот эти все методики свои, которые я уже училась у нее. И вот еще в те годы, много лет назад, она нас обучала по своим авторским методикам. Не как в школе. Мы не учились по школьным учебникам. Мы покупали отдельно. И у нас мы сдавали зачеты, как в университетах сейчас. И вот это она внедрила еще давно. Поэтому, наверное, у нее были такие результаты. Ну, дочь у меня поступила в мединститут, сдала экзамены хорошо, конкурс прошла. Тем более у нее был 2 года стаж. Она работала санитаркой в ЖД больнице. Мы 4 мы пришли в мединститут. В мединституте экзамен мы сдали все одинаково. Видите ли как? Все мы одинаково сдали. Прошли мы собеседование и сказали, что мы проходим. Из университета пришли за нами. Вы здесь по конкурсу не пройдете, давайте к нам, на химфак. Мы говорим, что уж на химфак-то мы пойдем? Мы же приехали в мединститут, гонор у нас такой, что мы обязательно здесь поступим, потому что собеседование было, нам сказали, что мы поступим. Но получилось так, что только приняли Руслана,
Значит, там для парней было льготы, более-менее были льготы. А вот мы, девочки все, мы за бортом остались. Узнали в райкоме комсомола, что я дома, и пригласили, и меня решили отправить в Арслановскую среднюю школу пионер-вожатой. Я согласилась. В школьной форме, другой одежды особо нету. Я поехала в Арсланово. Пионерский галстук у меня, школьная форма, я ничем не отличалась от тех. А ученики 10 классов, они были больше старше меня. Выше. Да. И я с ними стала дружить, с этими ребятами, которые в 10 классе Арслановская. В квартире я жила, Эльзой Ахметовной я жила, Мандаповой, учителем математики. На квартире мы жили. И я много чему научилась у Эльзы Ахметовны. Она хороший педагог, учила мне много чему. Я работала, бегом-бегом работала. Когда вот какой-то учитель заболеет, я заменяла этот предмет. И самодеятельность я вела целый год. Работа была очень хорошо поставлена. И я помню, коллектив был очень хороший. Значит, уже год проходит, там был метод Гагановой. От передовых отправить отстающие. Моя дружина заняла первое место. И поэтому решили меня отправить в Абзаевскую среднюю школу. Мне это хорошо, что у меня как раз моя деревня Абзаева ближе. И я поехала работать в Абзаево. Из Арсланова меня не отпускали. Говорили, уговаривали по-всякому. Но меня тянуло то, что Абзаево ближе ко мне. Там И какая река протекает? Там Ик. То есть Абзаево нам как своя деревня Абзаево. Бик асық енді ол нәрсе деп айтайын Шардамар, бик гостеприемная болды енді ол аны райком комсомоладан жіберділер неге оны біткес Абзайға пионер-вожатый етіп жіберділер. Ол анда квартирада тұрды, қарт білен қарсықта. Мен ол вақытны лесная школаны оқып бітіп, лесничествода лесотехник болып ішлей башлаған едім. Квартираларын кішілерден сұрашып таптым да, шыннан сұрашып йөри башладық енді. Сөйлесеміз барысында, біз как мына иптешлерсе енді ағайлы сіңілі түгіл, мына иптешлерсе сөйлесеміз. Сердеш болдық дейді. Сердеш болдық, Там у меня была такая хорошая самодеятельность. Мы ездили по деревням с этим концертом, между прочим. Вот как раз там, вот Рамзия Хисамова, вот как раз там была, вот эти ребята, которые потом стали артистами. Я учила их и танцевать учила, и петь учила, и что-то. Сама немножко и уроки вела, уроки пения вела. То есть я там работала пионер-вожатой. До сих пор я общаюсь с абзаевскими детьми, которые сейчас уже дети-то кому сколько, 70, сколько лет. До сих пор я с ними общаюсь. И я поняла, что это моя работа. Но мы, девчонки, мы 7 вместе учились, они поехали в Бирск. Одна, правда, поехала в Стерлитамак. И они говорят, давай вместе. И я, чтобы их не бросать, я поехала в Бирск. Приехали мы, завтра уже экзамен. Экзамены мы сдали очень хорошо. Это 61 год уже. Это 61 год, да. И я хочу сказать огромное спасибо Бирскому пединституту. У нас преподаватели были замечательные, эвакуированные, то есть которые их отправили на ссылку, и они остались тут. Еще замечательные до войны, которые оставили, им Бирск понравился, и они остались там. Не только преподаватели, но и студенты тоже хорошие были. Вы знаете, у нас группа называли «Коммунистического быта и труда». Вот с нами были дети, студенты, которые или сироты, или трудные семейные условия. Они иногда оставались без стипендии, а мы делили поровну. У нас 22 рубля стипендия, а мы делили, и всем попало по 19 рублей. У нас у девочек была черная касса. По очереди мы одевались. Значит, черная касса кому, пальто купит, следующий кому. Дружно мы жили.
В одной комнате жили все, да? Первое время мы, вот 25 человек, 26, наверное, были в одной комнате, как класс. Настолько мы дружно жили. А ребята подрабатывали. Любой преподаватель у нас были как друзья. У нас даже один студент женился даже на преподавателе. Даже. Идем дальше. Вот Заки Валиди у нас был племянник даже. Ближе, ближе, ближе. Но у него фамилия был Шаяхметов. Они тогда вот боялись фамилии Валидов, они, А вы видимо. откуда знали, что он валидовский? Потом он сказал. Потом он сказал. Он был сталинский стипендиат, между прочим. Сталинский стипендиат. Да, да. Или ленинский стипендиат, тогда называли ленинский стипендиат. А учился на все отлично, он после армии. Мне часто говорят, что я одаренная, ничего подобного. Я просто старанием брала. Я всегда занималась, всегда занималась. Вот, знаете, воспитание, каждодневный труд учителя. Я старалась и на уроках воспитывать, после урока, особенно своих олимпийцев тоже. Вот поэтому они говорят мне, спасибо, говорят, что вы не только химии нас учили, но вы нас воспитывали. Нас на 4 курсе нас отправили по школам, потому что учителей не хватало. Я в своих нижних кигах работала, учителем химии работала. Вот этим ребятам, которые там сейчас уже 74 года, они говорят, мне так говорят. Вот Петра мама тоже там была как раз. Вот закалка вот у меня оттуда. Спасибо Вирскому пединституту. Я им желаю впереди тоже так же работать. Я им желаю успехов Вирскому пединституту. Гүрләп торган мәктәп еллары, төрле үткәрелгән мероприятиелар һәрберсе үзенең ниндидер изен калдырды. Нинди генә төрле балачага булмасын, укучыларның энергиясын сизеп, теләкләрен сизеп, нинди якка теләге күп бу баланың дип өмөтен ачкан кеше. Лизапа. Әнием әйтте, кызым, сиңа бит Лизапаң нык ярдәм, нык внимание биреп, сине күз уңыннан төшермисә, синнән зур кеше итәргә тырышып йөрүде диде ул. Мин аны сиздем. Мине путевка белән 14 февральдан 14 мартка кадәр мин ялга ебәрделәр Кара диңгезгә. Это был 68 год. 68-го я выпускался в 69 году. Вот 2 года она нас учила химии. Как преподавателя, ну, в школе были и другие преподаватели, и математики, физик, хорошие учителя. Но с приходом Лидии Климовны в 1968 году взгляд на учебу у многих учеников, она перевернула взгляд на получение знаний. Вот. Я горжусь тем, что я являюсь учеником. Кроме основного предмета, химия, она обучала нас, как быть культурным человеком, как быть умным, целеустремленным. Вот. Она всему это учила. Всю свою энергию передавала нам. Вот. Это даже какая-то вот, если сказать, аура у нее. Вот. Мы тянулись к ней. Вот уже мы учились в 9 классе. Это уже выпускные классы, 9-10 класс. Она организовала группу по художественной самодеятельности. Она сама прекрасно играла на мандолине, прекрасно плясала. И вот мы, кроме победителей олимпиад районных, межрайонных олимпиад, мы являлись и призерами по художественной деятельности нашей школы. Всему она нас учила. Лиза Кемнаға укытушылык Алладан берилгәндер ул. Без аның күз карашынан аңлый торган идек. Нинди таблица Менделееваны без аңа карап кына уже яттан белә торган идек. Күзенә карап кына. Аның әйткән сүзләре һәрберебезгә зәмзәм суыдай әйткән сүзләре зәмзәм суыдай колакларыбызга салынып калды. И без шушының 2 ел безне укытты ул. Шушы уку дәврендә без химияны су кебек эчтек. Бөтенебез дә бик яхшы белдек. Шуның өчен гомер буе мин химияны любой Менделеев
таблицасын айта аламын. Хәзер менә 70-ка килеп җитсәм дә, мин бүгенгедәй хәтеремдә. Ул мине җиләкләргә, біз бер урамда күрше булып кына үстек. Җиләкләргә итәкләп алып бара торганы. Инстан практикага кайтканда гел бергә йөри торганнар. Урамнарда мин буйга бәлки генә була торгандыр. Ул гел мине итәкләп алып йөридер, кая барса да. Басмалардан чыга башласам курка торганы башлаган. Ул мине итәкләп, шулай ул үзе дә узын булмый торганы, но итәкләп мине бала чага кебек йөртә торганы. Мин аңа зур рәхмәтлемен. Тормышы шулай матур булып, дальше да дәвам итсен. Безне онытмасын, без аны бер кашан да онытмыйбыз. Безне яка кайтсын, без күмәк кенә, без гел генә искә алып алабыз. Менә шундый елда елышабыз классташларыбыз белән, һәр вакыт искә алып китәбез. Аның күзенә карасаң, белем үзеннән үзе керә торган. Безнең арада күпләр профессорлар да бар, безнең выпускаларда, безнең ана шу аның укучылар арасында. Но без нетмәйбез инде, әйтәлмәйбез, что бүтән кеше дә профессор булмай. Гомер буе шулай бер-беребезне уважать итеп яшәйбез одноклассникларыбыз. Менә минем Вакыйф Тагирович, ул безнең укытучыбыз, тоже математикадан укытадыр. Безнең классный руководитель да булды. Ул мине воспитывать итте, шундый рухта мин. И вот менә хәзер 25 ел день юнында йөрим. Вакыйф Тагирович, безнең мулайында ул основной. Иншалла, Алла берсә, бу көннәрдә, алдагы көннәрдә булыр дип ышанабыз. У моей родственницы сын пропал во время войны без вести. Сидим с ее дочерью Финой, сидим уроки готовим. И я чихнула. А эта тетя мне говорит, ты чихнула? Я, говорит, думала о Вакифе. То есть о сыне я думала. Говорит, это. Если он, говорит, вернется вдруг, это было 56-й год. Если, говорит, он вернется, я тебе отрез на платье дам. Ну, ладно, сказала, через 2 дня Вакиф Абай вернутся. Значит, он попал, значит, в плен, его отправили в Магадан, он сам не говорил, потом только мы узнали, он в шахте работал, он был учителем математики. Он вернулся, вы знаете, чисто говорит на своем языке, улыбается. Сразу мама пригласила в гости, у него нисколько нет злости, абсолютно добрый. Ко мне подошел, спрашивает, как, что к чему, меня спрашивает. Вот настолько добрый, светлый человек, не озлобленный. И вот была самодеятельность. Потом это Вакиф Абай, когда в деревне, я в деревне работаю завучем, и всю самодеятельность на мне. Деревня. Значит, завклуб уже пожилая женщина, я там организую, и она мне открывает, значит, дверь открывает, замок открывает, заходим. И 100-летие Ленина. Надо, лучший концерт надо. Мне надо найти самого хорошего певца. Кто поет хорошо. Я спрашиваю в деревне, говорят, да это знаю. Мне однажды одна женщина говорит, ты знаешь, Вакиф ведь поет хорошо. Ты попроси. Жена попробовала просить, он отказался. Он же был в плену, его в школу-то не пустили. И вот тогда, значит, я пошла к нему. Села, уговариваю потихоньку. Но он мне обещал, не один раз я ходила, но он мне обещал, 1 раз только спою. И вот когда он пел, все плакали. Я плакала. Голос, такой голос я никогда не слышала. Такой голос. Песня из «Кайтон Стерналар». Вот это он спел. Весь зал встали, не знали, что у него такой голос. Вот у Магомаева есть такой голос, и у Вакифа Абая есть такой голос. И человек был очень-очень добрый, неозлобленный. Вы знаете, и в таких ситуациях, вот столько лет в шахте, все в Магадане, все. И человек добрым остался. Этот и педагог остался он добрым. Я, знаете, я живу в городе, но душой я остаюсь там. Все равно передо мной мои березы, горы мои, моя река, где я купалась. Без этого разве можно жить? Это душой я, все равно я остаюсь кикинской. Живу, конечно, в городе Уфе. Я бы и там осталась была, если бы меня не выдвигали первым секретарем райкома комсомола. Это не для меня.
Это не мое предназначение. Мое предназначение именно быть учителем, работать с детьми, наслаждаться этой работой. Это мое. Вот кому-то нравится работать руководителем, а мне нет. Мне нет туда тяги. Это не мое. Мне чем проще с детьми, мне тем лучше. Вот это мое предназначение. А почему именно городских детей вы выбрали, школу городскую, а в соседней деревне, в соседний район не избежали? Как так получилось? Потому что в министерстве выбрали? меня знали. Мой метод-кабинет был хороший. И в сентябре пришлось мне сюда переехать. И они мне... Я приехала сюда, они мне дали сразу в художественной школе-интернате комнату дали, и я туда устроилась сначала воспитатель. Я очень активная комсомолка была, очень активная была, но это не моя работа. Моя работа только с детьми. Я с удовольствием шла в школу. Утром первая я приходила в школу, и когда училась, когда работала, первая приходила в школу, и в 12 часов или в час я уходила из школы. Просто мне это нравилось, мне была такая тяга. Это всю жизнь так продолжалось? Да, всю жизнь я так работала. В любой школе, где я работала, везде я так работала. Вот это мое. Каждый человек должен делать то, что ему нравится. На работу идти – это не наказание, а именно любовь и тяга. Я всегда вот прихожу в школу, я все забываю. Все на свете забываю. Вот в сад я приду, все забываю. И вот школа. Для меня вот два места. Сад и школа. Вот этот тот самый случай как раз вот дал мне судьбой, что я имел счастье общаться и получить очень много от Лизы Киямны. А история была следующая. Я после смерти мамы попал в интернат, вот, и, значит, в художественном классе, и получилось так, что уже в 9 классе, значит, у нас не было классного руководителя, и где-то за месяц, там, сентябрь-октябрь, народ, в общем, класс расслабился, вот. И вдруг нам в класс заходит директор и говорит: так, вот ваш новый классный руководитель. А это был где-то уже ноябрь месяц, по-моему, или сейчас точно не помню. Ну, мы такие все большие, заходит такая миниатюрная, симпатичная, изящная женщина, красивая, с такими глазами раскосыми, такой взгляд. Значит, ну, все сразу раз оцепенели, а мы-то такие все. Вот на фотографии, если, да, вот смотрите, значит, посмотрите, вот, значит, вот Лиза Киямна, вот она, видите, такая маленькая, и тут такие все большие. Ну, и первая там сразу: это кто? Что вы думаете? Когда она обратилась к нам на «вы». На «вы» каждому? Да. Когда обратилась к нам, значит, вот с этим как раз то, что является именно человеческим достоинством, и вдруг, значит, буквально после этого, я не знаю, сколько прошло времени, но за неделю весь класс был совсем другим. Значит, я пришла к ним, и они так стали, я им химию объяснила, и думаю, вот они как пишут. Я говорю, они пишут такие, говорю, молодцы, все пишут. То, что я говорю, все пишут, они пишут. А потом я стала смотреть, вы знаете, они не писали, они меня рисовали. Потому что импозировать было некому, их не выпускали никуда. Их вообще за ворота их не выпускали. И все они, весь класс, 40 детей, рисовали меня. Химия ничего не писали. А там мой портрет, у всех был мой портрет. Я уж промолчала, ничего не сказала, я уж поняла, что они особенные, значит, им так надо было. Таким образом, вот я первый раз видела твой портрет. Ну, когда-то какие-то, значит, были, например, недочеты, то есть какие-то проделки, прочее. Она обращалась: вы же понимаете, вы же взрослый человек. Взрослый человек, понимаете? Значит, ну, ребята все.
половина повлюблялась, половина сверхповлюблялась, и стала совсем другая атмосфера. Понимаете, совсем по-другому отношение к жизни. Вот это время, которое она с нами была, она нам дала отношение к человеку, как к личности. Это первое. И умение прощать. Понимаете? И вот это обостренное чувство справедливости, свободы, оно всю жизнь меня преследует. Признать свою ошибку – это только, понимаете, качество мужественных людей. Я просто всю жизнь пронес этот образ. Понимаете, что вот человек, что он справедливый, умеет прощать и достоинство. Вот это три качества, которые уже все. Вот уже тут у меня его бесполезно. Уже никто не отнимет. Все, это у меня вросло, это живет уже внутри меня и будет всегда жить. Начиная от них. Да, потому что впервые ко мне обратились на «вы». Впервые, когда человек сказал: Валера, ну вы же взрослый человек. Я взрослый. В 9 классе, понимаете? 10 класс уже там, потом уже учиться, все. И вдруг я понимаю, что я действительно... Назначили им, вот классным руководителем, воспитателем, и не справились, все уходили. Они боялись этих ребят, высокие, красивые ребята, художники, талантливые. Но я пришла к ним открытым сердцем, более-менее, и с уважением к ним, и они стали мне прислушиваться. Они стали сначала меня испытывать немножко. Вопросы задавали. Я отвечаю спокойно, тихо. Как говорит Путин, аккуратнее с ними, на «вы». Эти художники талантливые, я ведь не умею. Я им говорила, что я ведь так рисовать, как вы, я ведь не умею. Я подчеркнула, что они какие талантливые, но в то же время и надо уважать и тех, которые не художники, а может и химики, может еще кто-то. Они всегда прислушивались. Я все время приносила 2 сумки, еду приносила. Может, да, хлеб. Может, они, разные там было, и конфеты, и хлеб, что-то там такое. Может, даже они не столько ждали меня, столько мои сумки они ждали. И с 1972 года я ее не видел. И вот 2011 год. Я уже к этому времени заслуженный художник Башкирии, значит, вот уже, значит, я вот уже кандидат педагогических наук. И в 2011 году у меня выставка в музее Нестерова. Тот музей Нестерова, когда-то в детстве ходили мы вот так вот прям буквально, что, понимаете, и в этом музее у меня выставка, понимаете, вот какое ощущение, да. И вот сижу я здесь вот в мастерской, и вдруг звонок. Значит, Валера Мельников, это вы? Я говорю, да, это я. А вы знаете, кто вам звонит? Значит, мой компьютер лихорадочно стал сопоставлять, где какие адреса, кто с кем когда-то. И потом я так очень абсолютно прям буквально уже, можно сказать, значит, не то, что Астреп это Лиза Киямовна, не верю. Да, это я. И я вот хорошо был на диване. Я бы точно упал. Понимаете? Значит, и Лиза Киямовна, и мы с ней там на 1,5 часа разговора. А у меня на следующий день в этом музее была организована встреча со зрителями. Вот. Я говорю, Лиза Киямовна, я буду там, значит, у меня будет встреча. А говорю, как вы узнали-то? Я, говорит, читаю газету, а в газете написано выставка в этом в музее Нестерова, анонс. Валерия Мельникова. Ну, там, значит, доцента кафедры архитектуры, это был доцентом. Вот. Я, говорит, нахожу это самый телефон кафедры, звоню, такой работает. А вы не могли бы, вот я такая-то представился, а не могли бы его телефон дать? Ну, у нас, правда, на кафедре это не принято давать, ну, и дали, понимаете, трудно было отказать. И думаете, что вы думаете? На следующий день я забываю телефон дома. Я приезжаю на работу, сначала у меня занятия, потом и сразу же в 5 часов, и вот заканчивается 16:10, я лечу туда, в музей, никак не могу, телефон остался дома, это мне Черниковку ехать сюда, а у меня по времени получается. Ну, я начинаю читать лекции, и вдруг, где-то на половине лекции, вдруг заходит миниатюрная женщина с этим пытливым, очень такой искренним взглядом. Я теряю до речи, и мы с ней обнимаемся. А в это время как раз снимали нас. И
я сейчас не помню, там молодая девушка была, она чуть не прослезилась, потому что, говорит, я говорю, ну мы не виделись практически 40 лет. 40 лет. И все. И вот здесь уже, значит, когда встретились, поехали, потом она поехала к ней домой, я уже на своей машине повез уже свою учительницу. Говорит, ну вот видишь как, вот я всегда верила в себя, Валера. Я прям вот приехали к ней домой, я очень был, мне было не очень хорошо, что я забыл телефон, потому что она приехала туда, это вообще, я навел, я провел, работой показал, все. И вот это вот потом с мужем познакомились, мы так прекрасно попили чай, поспоминали. Вот. А потом на Новый год мы уехали, значит, с моей супругой там на турбазу с друзьями. И уже 2 числа звонок. Что случилось, Валера? Говорю, нет. Почему ты уехал, не предупредил? И мне так было стыдно. Я говорю, мама, простите, больше не буду. Мне было так стыдно. И с тех пор я всегда предупреждаю. Лиза, я поехал. Потом я их учила и танцевать, я их учила петь, учила. Вот таким образом. Мы жили очень хорошо с этим классом. Но когда вдруг я заболела тяжелой болезнью, и они всем классом пришли, нарисовали картины, принесли в 6-ю больницу. Эти картины, да, где я лежала, я там долго лежала, почти полгода лежала, и они принесли туда эти картины и вешали везде эти картины. Я здесь в школе-интернате училась, она как раз замуж вышла за Фанилябыя. И Фанилябый тоже воспитывал меня. В субботу забирал, в понедельник утром отвозил в школу-интернат. Я с ними была. Эти тапочки я берегу уже 48, почти 49 лет я берегу эти тапочки. Я лежала в тяжелом состоянии по вине врачей, сепсис получила. Каждый день резали, некроз резали и не верили, что я выживу. Но за мной был уход очень хороший, очень хорошо ухаживал мой муж. Пришла подруга, врач она поняла, что у меня сепсис. И она сказала брату Ралкиамовичу. А он обратился по этому поводу к Акназарову Закарии Шарафутдиновичу. Вот кто меня спас-то, вот Закария Шарафутдинович, я благодарна. И перевели меня в 6-ю больницу. А Закария Шарафутдинович каждое утро спрашивал врачей, как состояние Агадуллиной, как состояние ребенка. И муж мне к Новому году принес тапочки. Тапочки, да. И тапочки мне показались очень красивые, и я их попросила положить мне под подушку. Когда никого не было, уже ночью, я достала эти тапочки, потихоньку как-то встала, одела и тапочки, и встала. На ноги. На ноги. Я никогда не вставала. Да, их мерить. Так хотелось мне мерить. И вдруг заходит дежурная медсестра. Она крикнула, Агадуллина встала, кричит. И сразу, значит, дежурный врач, потом кто там были, все пришли. А все думали, что я концы отдам. Все вот, даже мне двери открывали, спрашивали, жива она? Больные спрашивали. Плакали медсестра, врач, больные плакали. Таким образом, вот эти знаменитые тапочки, которые остались на память. Вот в этих тапочках я пошла. Потом потихоньку стала ходить. Он так хорошо ухаживал, так хорошо ухаживал. Да, он ее верил и уважал очень. И он с ней не соревновался, кстати. Он занимал свою нишу и давал ей право блистать на сцене. И ему это нравилось, что она такая. Он гордился ею. Это точно было. Вообще, как я росла в дружной семье, кстати говоря. Такой в дружной, веселой, активной. Потом приехала к нам жить бабушка, вот как раз Нинейка.
Они очень хорошо уживались с моим папой. То есть история теща и зять у них была идеальная вообще. Они очень друг друга любили, вот прям обожали. Она, не знаю, она, может, даже его больше, чем мама любила, я не знаю, потому что он ей кормил, он ее, он прям ей угождал. Они очень дружно жили, это точно, это я тоже помню. Моя мама очень любила его. Вот когда-то она лежала в больнице, мой муж ухаживал ночью за ней и в реанимации. И никто, говорит, не заходил. Потом утром, говорит, врачи пришли, говорят, вы как рано пришли? А что я там ночевал, ухаживал, говорит, никто не знал. Потом говорят, какой хороший у вас сын. Я, говорит, не сказала, что, говорит, это зять. Они между собой были похожи. И глаза голубые, они интересные, и жизнь они любили больше, чем где-то чистить что-то. Они между собой общались, он всегда называл Анкей, 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 Анкей. Они очень уважали, очень любили друг друга, очень дружно жили. Тут вот она всегда хвасталась в деревне, что у меня такой зять. Лучше, говорит, фамилии у меня, говорит, нету. Вот всегда она хвалила его. Они были очень дружные. В 9 классе с нами на национальную олимпиаду ездил муж Лизы Киямовны, Фанил Габдулович. Вот тогда мы с ним первый раз познакомились. Вот, причем у меня так интересно получалось, что зональная олимпиада проходила в конце марта, а в конце марта у меня день рождения. И вот Фанил Габдулович об этом узнал, то есть он поздравил, оргкомитет меня поздравил. И у меня, по-моему, даже до сих пор у меня хранится этот спортивный костюм, который был вручен на Олимпиаде. Где-то в деревне, да, подарков было много, а костюм, скорее всего, где-то в деревне еще лежит, наверное. То есть он до сих пор не износился. Ну, видите, как я бережно все храню. У нас всегда было полно народу дома. Полно народа. Из деревень приезжает, кто в больницу, кто куда. И всех у меня, они знали, что у меня муж такой добрый. Поэтому кого он в больницу устраивал, кого на работу, кого учиться, кого куда. И никогда не жаловался, что вот так столько у нас народу много. С Фанилябым, с мужем, они друг друга дополняли. Он всегда, там, если приходили ученики, там, чай организовывал. Если куда-то надо было там, в лес идти на экскурсии, тоже с ней ходил, там, помогал там, и костер разжечь, и там что-то принести. Если же она, скажем так, дома, когда к нему приходили тоже и с работы, и родственники, тоже вот гостеприимно встречала. То есть у них в семье очень был такой лад. Папа и мама были очень гостеприимные. Все родственники у нас ночевали постоянно. У меня не было своего места, например. И ели мы с удовольствием, когда уходили гости. Это, по-моему, все так выросли. Я ждала, когда уйдут гости. И вот все конфеты, все, что можно, уже можно было есть. Ну, вот так. И я подсматривала, когда вот меня пускали в комнату, когда уже начинались танцы. Музыка, танцы, тихонечко зайдешь, так сядешь. Ну, и потом мы больше посуду помыть, убрать со стола. Ну, в общем, вот это история. Вот так мы жили. Вроде все нормально было. И вдруг тяжелые 90-е годы. Тут-то нам было, может, даже тяжелее, чем послевоенное время. Перестройка в стране, простые люди потеряли свои сбережения, потеряли рабочие места, пионер-комсомол не стало, и в нашей семье тоже пострадал сильно в это время. У меня муж работал в банке, наверное, на этой почве у нас стали спрашивать, значит, просить, требовать от него стали доллары. И вдруг какой-то день у меня муж не пришел с работы. Нету его. Потом мы звоним, спрашиваем, куда он. Он говорит, пошел вроде в прокуратуру насчет банка, что вот так по работе. И вот таким образом мы поняли, что его где-то задержали. И к нам домой пришли просить доллары. В это время дочь сдавала госэкзамен. И вот тут тоже пришли мне просить доллары. Экзамен она завалит, диплом не получит, если мы не дадим доллары. Хорошо, что спасибо ректору мединститута. Я позвонила его супруге Асии, и контролировали они госэкзамен моей дочери.
Он финансы и кредит, лекции читал в институте тоже так же. Он был человек очень добрый. Всем моим родственникам он помогал. Кто к нам придет, помогал. Моих учеников он знал. Мои ученики даже больше любили его, может, даже как меня. Добрейший был человек. Она вдохновляла его все равно. Помогала каким-то советам. И она же учитель, например. Она просто поддерживала своим сложным, показывала, что вот она работает с учениками там и так. И ему тоже полезно вот это в своем коллективе тоже так же рассказать, объяснить, как в школе вести себя. Вот так она преподносила. Он увидел, что написано онкология, стадия написана, что завтра мне операция. Вдруг внезапно он прочитал на русском языке. Прочитал, и давление поднялось. И, видать, тромб оторвался. И что-то в зале упало. Я думаю, что он уронил-то? Сам, оказывается, упал. И на руках у меня он скончался перед моей операцией онкологии. И вот такие были трудные моменты, что и мужа нет, и онкология. Теперь я операцию прошла не очень-то легко. Потом на луч стала ходить. Весна, март, скользко. Ладно, ученики возят. Один Ильдар привозит, или увозит, или как. Вот таким образом. Было очень тяжело. Много сеансов приняла я луч. И вот тогда я вышла погулять на улицу. У нас рядом лес. Я пошла в лес. И каким-то образом я задумалась. И шла. Это было зимой. Это уже снег. Март месяц. Да, март месяц. Да, снег глубокий. И пошла я. И вдруг опомнилась. Оказалось, я внизу. Тропинки нету, откуда я как шла. Потом я слышу, что электрички, вот гудок электрички я слышу, вот это все. И там проходит лыжня. Лыжня, значит, Черняковку, и лыжня, значит, вокзал, железнодорожный вокзал. А я стою одна. Дорогу не вижу, нет дороги. Откуда я шла, каким образом я оказалась там, я сама не поняла. И уже темнеет. Я поняла, что я пропала. Вот это, то, что я поняла, это пропало, у меня никогда не покидает. Я поняла, как люди пропадают. Вот это я поняла. Вы попали в какое-то другое измерение, да? Да. Крикнуть я не могу, плакать не могу, людей нет. Я поняла, что я совсем пропала, что все. Вы знаете, внезапно я оглядываюсь, след появился. След. И знаете, этот след идет от меня. Если бы мой след, это было бы ко мне след. А этот след от меня уходит след. Не было этого? Не было. Я вокруг уже сидела, вся и лежала, попробовала все. Не было ничего. И вдруг появился след. И след такой, не крупный такой. И я решила идти, именно вот где эти следы, туда идти. Я так поднималась потихоньку, сижу на снегу, опять иду, уже темнеет уже. Но след меня вывел на зорье. Вот таким образом. Я это никогда не забуду. Это я не вру, я говорю правду, как есть. И с тех пор я так благодарна Богу, что все-таки, раз мне суждено было и операции пройти, это все, я думаю, что мне Бог помог. Я думаю, это незабываемые впечатления у меня остались. В этом году
с Лизой Каямовной мы ездили в Чекмагуш, было 40 дней, ее племянницей по мужу, значит. Но всех родственников она, что своих, что мужа, всегда поддерживала. И поэтому в этот раз она тоже поехала и сказала такую фразу. 50 лет назад, когда я приехала в эту семью, я была самая молодая в этой семье. Яшкилен. Яшкилен, да, среди всех. Теперь она говорит, я стою и самая взрослая, самая старшая и да, самая мудрая. И не только Килен, это поколение никого уже не осталось. Вот только она осталась, наша тетя, получается. В эти дни я собираю шижере Агадулиных, потомков Агадулиных. И она мне очень помогает, потому что вот она единственная, скажем так, осталась, кто еще помнит эти имена, этих людей, с которыми общалась. Я потихоньку собираю вот эту информацию. Прекрасно помнит, у нее феноменальная память, скажем так. Она и номера телефонов помнит. Она запоминала, что все они были дружелюбные, все были трудолюбивые, все помогали друг другу, поддерживали. И хотя она была, например, там, с другого района, но ее приняли очень близко, как свою. И мне всегда казалось, что она учительница. Среди наших родственников не было учителей. И мне вот, я же учился в школе, и мне казалось, это такой, скажем так, великий человек. Лиза очень добрый же человек, очень добрый. Можно всегда, если что, ей позвонишь, по любому поводу. Она нет не скажет, как я сделаю не скажет, она начинает думать. Всегда к ней можно обратиться. Болит, наверное, душа болит. То, что в деревне у нас все-таки раньше деревня какая была. Лес начинался поближе вот сюда. Прямо мы выходили, ягоды собирали. Деревня потом вот развалилась. То, что... И хотелось ей, наверное, помочь чем-нибудь. Всегда рассуждала как-то здраво, логично. Ну и учила, в общем-то, не грубо, не какими-то указами. Мягко, внушала. Ну и, конечно, боль за нашу Башкирию. Вот в Нижних Кигах в школе был пожар, там молния ударила. И построили прекрасную школу за короткое время, за лето построили. Такую замечательную школу. Вы же видели, какая хорошая там школа. Вот это заслуга Муртазы Губайдуловича. Такую хорошую большую школу. Потом мою 27-ю школу. Он не знал, что есть там такая школа. Он как увидел, сказал, срочно построить надо эту школу. И за лето построили 27-ю школу. Вот как не сказать благодарности. Түбән кыйгы минем туган авылым. Түбән кыйгы минем үскән җир. Түбән кыйгы башлап белем бирде. Түбән кыйгы мине тарткан җир. Тирә-ягы таулар, агачлыклар. Авылым аша ага кыйгысы. Ерак түгел матур әйләмәсе. Шылтырап аккан ыек елгасы. Кая барсам, авылым, син исемдә. Көндез истә, төнлә төшемдә. Түбән кыйгы, минем туган җирем. Синнән алам яшәү көчендә. Это село Нижние Киги, очень даже красивое, прекрасное село. Много людей, много у нас активных людей, много наших достопримечательностей, выходцев села. И да, действительно, наш выходец, которого мы помним, который нам очень сильно помогает и до сегодняшнего дня помогает, это Агадуллина Лиза Киямовна. И в 2012 году меня район направил на повышение квалификации в Баксу. И неожиданно, просто сидя на парах, на мой телефон позвонил неопределенный номер, просто я даже не знал. На перемене я перезвонил, конечно, и был в шоке. Голос сразу представился, я Лиза Киямовна буду, вы меня знаете. Я говорю, да, я вас хорошо знаю. Лиза Киямовна проговорила, что я знаю, что ты сегодня в Уфе, что ты учишься в Баксу, но информация тоже
поинтересовалась, узнала. И хотелось бы, чтобы ты приехал ко мне и указала адрес, где она проживает. Я, само собой, надолго не откладывая, после уроков, прям по этому адресу, не зная Уфы, просто доехал до этого адреса и первый раз встретился. И был прям очарован тем, что она действительно любит село, какие у нее предложения. И наша встреча, вот эта первая была, связана с дальнейшим, с будущим развитием нашего села. То есть были проблемные вопросы по открытию больницы, по строительству сельского дома культуры, про проведение всех мероприятий, как дальше действовать, что делать. И Лиза Киевна, конечно же, в первую очередь предложила, что она готова с нами вместе во все двери, во все министерства, во все правительства, что и произошло, за что я очень благодарен Лизе Киевне. Не то, что как народный учитель, я им помогала открывать больницу, стационар. Больница была закрыта 8 лет. И не открывает, смертность очень большая. И поэтому мы решили сначала собрать подписи от насельчан и обратиться в Министерство здравоохранения. Обратились, был отказ. Я решила сама на прием записаться министру, пригласила председателя сельсовета, и мы с ним пошли на прием. Сначала отказывал министр. Говорит, что нет возможности, не можем. Ну, я сказала, что я не уйду, пока вы мне не подпишете. А председатель сельсовета говорит: Лиза, пойдем. Говорят же нет. Я говорю, я не уйду. Так и добилась, что подписали, документы оформили, потом ремонт сами своими силами сделали. И на открытие я приехала своими подарками. Это было большое дело. Клуб был страшный, медведя был клуб. Я собрала журналистов. Мы поехали туда. Мне согласились Казалтан. Я сказала, пусть водитель тоже будет такой крупный парень, чтобы они подумали, что сюда приехали такие большие люди, чтобы люди, знаете, чтобы убедились, что действительно есть забота. И таким образом люди нас встретили. Такие прекрасные ребята, мы зашли, и они говорят, что вот статья есть, школа сгорела, а пусть молния ударит и наш клуб. Страшный был. Они зашли, журналисты удивились, что и такое бывает. Лучше, говорит, скотный двор, чем, говорит, ваш клуб. Вот таким образом мы начали насчет строительства клуба. В этом году? В этом году, да, за короткий срок. Примерно за 3 месяца вот так построили, вот таким образом. Помогаю насчет уроков тоже. В Киинском районе. Свои методические разработки я туда привезла. Учителей химии собрала. Потом один раз я собрала вообще учителей. И сказали, что я стояла на ногах 4 часа. Не каждый может стать учителем, как и не каждый может стать врачом. Создать вокруг себя действительно такую атмосферу, чтобы тебе доверяли. В то время я попал в больницу, вот, перелом ноги. Вот. И я полюбил, значит, как они лечат. А Лиза Киевна, я тоже сказал, Лиза Киевна, я хочу стать врачом, хирургом. Я очень благодарен ей. Она так вот химию преподнесла. Вот, для наших знаний я не знал трудностей уже в ВУЗе. Вот, химию я уже знал. Кроме призыва к стремлению к знаниям, конечно, она всегда говорила, надо развивать себя умственно, читать литературу, классическую такую литературу. Это ее напутствие. Вот если бы меня спросили, с кем бы я хотела повторно жить, вы знаете, я бы жила с теми, которые у меня были во время войны со мной. Люди были очень добрые. Я помню, воровства не было. Все люди были добрые. Последний кусок мы делились друг с другом. Я помню день смерти Сталина, день Победы, я помню. Музеи, они ведь способствуют, чтобы у людей появилась доброта, чтобы была доброта. Сейчас после ковида многие ветераны учителя дома. Некоторые брошены детьми. А некоторые просто они без детей. У многих учителей тоже детей не бывало. Тоже так же. Они все время в работе, и они так жили. Вот очень много таких ветеранов. Я с ними общаюсь. У них есть, знаете, какие хорошие воспоминания о воспитании. Не столько по программе уроков, но столько по воспитанию.
Вот их надо, вот я советую вот, молодым директорам, молодым учителям, надо вспоминать ветеранов. Не забывайте, где-то звонок, позвоните, где-то открытку, где-то как-то, вы не забывайте. Вы знаете, кто забывает свое прошлое, впереди ожидает их тоже такой же возраст ветеранства, вот такой же. Еще раз хочу сказать спасибо вам большое, что этот музей есть. Вот в некоторых школах этого музея еще до сих пор нет, между прочим. Огромное спасибо, Ирина Дмитриевна, вам. Огромное вам спасибо. Лиза Киямовна всегда видела в учениках, кстати, олимпиадника, если можно так высказаться, да? Она всегда видела талантливых учеников. У нее был глаз на это наметан. То есть ей не нужны были никакие расчетные системы, никакие компьютеры, никакие тесты. Она в них видела это. Вот. Причем среди ее учеников были хулиганы, были те ученики, которые стояли на учете в милиции, тогда была милиция. Но она всех их вытащила, она показала им, что такое вот хорошая жизнь. Благодаря ей они получили достойное высшее образование. Многие из них сейчас кто-то в Москве, кто-то за границей, кто-то начальниками большими работает. То есть вот Лиза Киямовна, у нее какой-то вот внутреннее ощущение, может быть, внутренний индикатор был. Она видела. Я вот для себя никогда не понимал, почему она выбрала меня, честно говоря. Тогда в школе сейчас, может быть, не понимаю, потому что как-то вот всегда в классе казалось, что были сильнее ученики. Вот она выбрала меня почему-то. Ну, и опять же, может быть, по поводу тому, что вот мы с ней похожи внутренне. Лиза Киямовна же человек. Прям человек с больших букв, со всех букв человек. Каждый урок она нам говорила не только про химические элементы, она нам говорила, что мы должны быть всегда людьми настоящими. И это настолько запало, вот даже вы сейчас говорите, а я это вспоминаю. Я прям вспоминаю, как она подходила к нам, выходила из-за своего стола, подходила к нашим столам, к нам спускалась и начинала даже уроки прежде всего не с опроса там, домашнего задания, не с каких-то учебных моментов, а именно с того, что она всегда учила нас быть людьми. И вы говорите, что она покорила столицу. Я думаю, что покорить столицу может, в принципе, каждый, практически каждый. Да, нужны какие-то качества особенные, но она, самое главное, она детей покорила. То есть она могла справиться вот с этими действительно маленькими глазками, с этими маленькими ушками, сделать так, чтобы мы ее слушали, чтобы мы ее слышали, чтобы мы смотрели на нее. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Агадуллиной Лизе Киямовне, учителю лицея номер 42 города Уфы, Республика Башкортостан. Учитель в Кремле, если не скажет, то обидится все учительство нашей России. Когда наши учителя Башкортостана узнали, что я еду сюда, и очень просили передать Владимиру Владимировичу вам самые добрые пожелания и слова, что мы гордимся президентом своей страны. Конечно, труд учителя, если замечен руководителями страны, значит, наших руководителей учили добрые, мудрые, умные, хорошие учителя. Я в школе работаю 59-го года, 57 лет. Последние 20 лет я работаю в 2 школах. Главной целью я не ставила подготовку призеров, победителей Олимпиад и КЕГЭ. Главная цель у меня была всегда готовить, воспитывать личность. И своих учеников я старалась воспитывать такими порядочными, умными, творчески работающими и добрыми. Вот к этому я стремилась. Вы знаете, живого учителя ни одна умная машина ведь не заменит. У всех у вас есть
добрые учителя. Надеюсь, что вы не забудете своих учителей. И последнее, что я хочу сказать. У нас в республике в 2 местах, в Мелеузовском районе и городе Стерлитамак, есть памятник учителю, прекрасные памятники учителю. Как бы хотелось увидеть в столице тоже прекрасный памятник учителю именно начальных классов, мудрому учителю с его добрыми, красивыми детьми. Спасибо. Я уже забыла было, что мне дали на народного. Уже время прошло уже. Документы. Да, документы, да. Прошло, я уже и забыла уже, что думаю, уже нет уже все. И вдруг мне говорят, что директор школы говорит, что Альбина Касимовна Искяновна вас приглашает в Кремль. Я говорю, Альбина Касимовна, говорю, я не поеду. Я говорю, мне сюда принесут, говорю, принесут мне сюда. Она говорит, давай поедем. И я тоже, говорю, хочу видеть Кремль. То есть мне нужны сопровождающие. Они меня уговорили. Сначала не хотела поехать. Почему не хотели? Боялись дороги? Ну, как-то и дорога как-то уже, знаете, особого... Ну, уже интерес, что ли, у меня пропал уже было. Уже к этому, уже больше 10 лет, уже 12 лет прошло, уже как документы оформили. И мы с ней поехали. Конечно, я очень благодарна Альбине Касимовне. Она меня сопровождала очень хорошо. Тогда мне уже было 75 лет. Представьте себе. Нас встретили большой машиной. Никогда меня так не встречали с аэропорта. Потом нас поместили в хороший, значит, номер нам специально. Потом, значит, мы с ней... Я здесь прическу делала была, а там утром пришли. Говорят, нет, вы Кремль, говорит, такой не поэти. Говорит, сделали мне прическу, из Уфы оказалась женщина еще. Но мы с ней поехали в Кремль. Я ведь никогда не испытывала такое. Вы знаете, мы туда пришли, и там оказались там такие, значит, Акчурин рядом со мной, потом разные и артисты, и космонавты, герои там. Вы знаете, я туда как зашла, Кремлевский дворец, туда зашла в зал, значит, и Альбина Касимовна, я держусь. Я говорю, Альбина Касимовна, вы меня не оставляйте. Там мне страшновато немножко все-таки, да. Потом я села и опять пить хочу. Вода у меня рядом. Акчурин говорит, что шушишь-то ты там? Я говорю, пить хочу. Ты набери в рот, говорит, воду. Говорит, когда туда подойдешь, говорит, выпьешь. Так она рассмешила меня. Акчурин, да. Встала, как меня назвали. Я пошла рядом с Путиным. Ничего страшного нету, нормально. У него такой взгляд хороший, добрый. Я вижу, что добрый. И он сказал мне, значит, наградил меня, сказал, значит, выступать мне предложили. А мне, правда, написали было на кое-какие речи, если толкать речь, мне написали было. А это, я давно их и забыла, на них я не смотрела. Я своими словами, я там выступила. После этого выступления, значит, Зара, певица Зара кричит, нам бы такого учителя на весь зал кричит. Потом остальные тоже так же. Меня так хорошо поддержали. Я туда пришла, как серая мышка, небольшая. И вы знаете, потом после того и стали все меня гладить, стали все подходят ко мне, поклонам, такое уважение. И Альбина Касимовна, говорю, что, говорю, все улыбается так, говорю, что, смешная, что ли, как клоун? Нет, говорит, они вас, говорит, полюбили все, говорит. Ну, потом Альбина Касимовна взяла, да я стесняюсь сзади, она взяла да, меня и привела к Путину. Она меня за талию и взяла, да поставила около Путина. Путин стоит, и я стою. Это уже награду я получила уже теперь на разговор, на вопросы. Ну, раз я воспользовалась этим моментом, задавала вопросы насчет памятника, он сказал, обязательно, он сказал, кому-то поручает фамилию, он сказал, да, первому учителю Уфе, да. Вы знаете, я запомнила это его взгляд, это его такое внимание. Потом я его попросила, чтобы он пригласил своего учителя на праздник 9 мая. Я сказала, вот это я догадалась. Когда я потом увидела в Кремле, он пригласил своего учителя, старенькую учительницу, по-моему, она вела немецкий, и поздравила с праздником 9 мая. Вы знаете, я дома сидела, плакала. Вот какой он внимательный.
И вот настолько вот то, что говорит, это все молодец. Вот мне так понравился он, очень понравился. Если это можно сказать, может, вы потом, конечно, вырежете. Когда она заболела, у нее был низкий витамин там В12, и, в общем, у нее была очень сильная слабость, и прям вот такой неврологический такой статус был. Потом мы его компенсировали, и она тут же как бы стала на ноги. Но это было после того, когда она как раз у Путина получила свою награду, ее очень много таскали по всем мероприятиям. И вот я ее привезла в РКБ-2 в нашу, и везу, значит, на вот этой, ну, на кресле, вот, каталке. Привезла, значит, к заведующей, и она сидит, ну, такая слабая, и говорит, значит, ей: вы знаете, вот вот 2 недели назад же я только у Путина, говорит, была, а сейчас вот видите, в таком состоянии, говорит, слабая, мне, говорит, так стыдно, неудобно. Та на меня смотрит и говорит: у нее что, говорит, это отклонение? Я говорю: знаете, говорю, нет, это правда. И она, говорит, так на меня смотрит, думает, дочь, наверное, такая. Я ей показываю фотографию, и она говорит: так это она была? То есть ее же все видели? Я говорю: да, это была она. И она прям так посмотрела: ну надо же, говорит. Я говорю: ну вот ее вот так много-много везде потом, ну как бы по всем президиумам, еще встречи там. И она, говорит, так утомилась. Отношение сразу, конечно, изменилось. В Республике Башкортостан первым народным учителем, вот не случайно стала Лиза Киямовна. Вот не случайно. И это очень символично для нас. Правда. Она позволяет нам выстроить вот целую логику вот этих вот событий в ряд, что не просто так. Вот назвали ее так в честь героя. Ориентируемся мы, да, на вот этот героизм. И она стала для нас, для всех героем. Вот этот патриотизм, который с Лизой Чайкиной в Лизу Киямовну зашел. Правда же? Отдать себя ради других, ради жизни на земле, ради жизни. Мама говорила, что обязательно, значит, во время Уразы Байрам или месяц Уразы, есть ночь, вот, именно вот такой, где вот появляется внезапно вот такой свет, кадр-кисы. И я обычно на горе собираются меня туда, значит, играть, приглашают на мандолине, баянистов же не было, я на мандолине, и вдруг внезапно такой свет появился треугольником, именно где кабла. Вот оттуда. Это моментально. Объяснить этот свет я не могу. Вот такой яркий свет, это не просто яркий свет, это какой-то голубовато особенный свет. Потом я спрашивала разных, вот учителя физики, остальных, никто ничего не объяснил. Они говорят: мы не можем объяснить. Вот это чудо, я не знаю, как это происходит. Я видела один раз только, а мама видела каждый год. Вот это мои самые, что есть в жизни дорогое, это мои внуки. Вот жаль, что внучки нету между ними тоже. Это, вы знаете, внуков любишь больше, чем своих детей даже. Настолько они дороги. Я их всегда жду. По телефону Оскар мне каждый день звонит. Искандар тоже иногда звонит. Но не часто, но звонит все-таки. Они ласковые у меня. Вот то, что мне вот Бог подарил мне, таких ласковых внуков подарил мне Бог. Я очень благодарна этому. И своей дочери очень благодарна, что она подарила нам тоже таких внуков. Оскар у меня самый первый внук. И я долго ждала этого внука, и, знаете, самая большая была радость. Он рос очень спокойно, без проблем. Первый класс он пошел в мою школу, в первом классе Алия Саитовна учила. Он очень любил Алию Саитовну, Алия Саитовна его тоже. И сейчас они по интернету тоже переписываются. Он рыжеватый был, я ведь люблю рыжих детей. И мне учителя говорили: Бог подарил тебе вот рыжего внука. Вот когда солнце, иногда у него так блестят, они рыжеватым. Я люблю рыжий цвет у людей. Он был очень музыкальный.
музыкальный, он из оперы он пел. Волка ведь, да, Волка, да, учитель музыки тоже все время на него говорили Волк. Волка пел, голос такой хороший голос. Я радовалась, что у него такой приятный, прекрасный голос. Так что он был там, он любил еще физкультуру. Так что в школе его все любили, вот в первом классе. Потом они переехали. И пришлось им тоже поменять школу пришлось. Но все равно вот моя школа всегда его помнит. Высшую школу экономики кончил в Москве. Магистратуру окончил. Сейчас он работает серьезно работает. Вы знаете, я жду невесту, чтобы невеста у меня была такая же ласковая, хорошая, чтобы была невеста. Вот, если вот так еще невеста, еще дочка еще будет, это еще лучше будет, конечно. Ему сейчас 25, пора, наверное, и жениться. Счастье хочу. Сейчас я про Искандар. Искандар, мама меня часто дома оставляла. Когда был маленький, мы с ним часто были, иногда неделями он у меня был, мы с ним привыкли друг к другу. Вот где-то говорят, что он не слушается, он меня всегда слушался. Вот никогда не было, чтобы он меня не слушался. Вот удивительно. Не то он тоже любил, как и я тоже так же. А потом, вы знаете, когда он был, где-то 2,5 года, наверное, пришел к нам слесарь. Слесарь пришел и говорит, видишь, там маленький, такой симпатичненький мальчик, ты, говорит, бабушку слушаешься? Какой вы, разве не знаете? Это же не бабушка, это няня. И говорит, бабушка бывает только, говорит, на улице. Вот так. Интересно, у него был юмор такой хороший. Однажды они остались вдвоем с Атикой, они остались дома. Я пошла на работу. Прихожу с работы, на полу все игрушки валяются, на полу много чего валяется. И тут уже не знаю, где что лежит. Потом я встала, у двери встала и смотрю только. Он смотрит на меня и видит, что я смотрю на пол, что все там разбросал, это все лежат там. Он на меня смотрит и говорит, ты что? Это, говорит, не я. Это, говорит, он. Натику показывает, это, говорит, он. Няня, что ты женился-то? Он, говорит, не умеет собирать за собой, говорит, игрушки. А Тика стоит, улыбается. Такой был юмор у него. Это Картатай, да? Да, Картатай, да. Потом утром я рано встаю всегда. И когда я встаю, он тоже за мной бежит. Он рано вставал, он щуткий такой, быстро встает. Потом я решила, там, значит, из подушки как будто человек лежит, укрывая его таким образом, чтобы он верил, что я еще лежу. Потом он прибежал ко мне и говорит, решила меня обмануть, не получится. Сейчас растет. Ладно, пусть счастливым вырастет, здоровым вырастет. Спортом занимается. Сейчас говорит, что за четверть оценки, говорит, троек нету. Но самое главное, у него есть желание учиться. У него самое главное. Действительно, это самое-самое, что есть, дорогое, это внуки. Оскар вот настолько молодец. Он вот не жалеет время на него. Всегда вот его то в кино, то куда. Он настолько вот, вы знаете, он настолько к нему хорошо относится. Он его и воспитывает. Оскар молодец, Оскар молодец. Вот на братика обращает внимание все время. Воспитывает он его. И сестра есть. И сестра больше требует, да? Она сейчас не скажет. Но он же требует же от тебя. Не требует. То есть не выдает ничего. В моей жизни много учителей было, и я, благо, там один из топовых вузов, так сказать, в стране закончил. Ну, я видел профессорский состав, который там преподавали там, в Штатах, там, в Европе и так далее. На английском образовании получал, и вот магистерскую диссертацию уже защитил. Но я знаю как бы свою Нене, я действительно знаю, как она во все это вкладывается, как она себя отдает, что для нее это значит. И как она действительно любит свое дело. И самое главное, можно это увидеть по результату, по ее ученикам. Как они к ней относятся до сих пор, спустя там, 15, 20, 30 лет. Как они ей звонят, никогда не забывают ни про какие праздники. Всегда там они беспокоятся, поздравляют с любой точки мира. Вот, мне кажется, это и есть самый главный результат, а не то, что они там олимпиадниками какими-то стали, мировыми, там где-то в Силиконовой долине или еще что-то.
а то, что она в них вложила что-то такое человеческое, и то, что она учитель не только как бы по предмету, да, а и, я так понимаю, ну, по жизни для них. Это моя мама, 100 лет. Пела она очень хорошо, всегда была жизнерадостная. Это моя мама. Это я в 4 классе. Это фотография в 4 классе. Это я в 2 классе. Это на Сабантуе. Это моя сестра, брат, двоюродная сестра. Вот это я. Это тимуровская команда. Я капитан тимуровской команды в Нижних Тиграх. Это вот мои одноклассники тут есть. Мы помогали колхозу, собирали золу и так далее. Тимуровская команда, то есть старикам помогали. Хорошая была у нас команда. Я играла ночью, училась играть, маленькая же, 4 годика, 4-5. Ночью сестре спать не давала, видимо. Встала она, забрала у меня мандолину и выкинула. А потом на первую зарплату она мне купила мандолину. Я давно-давно не играю. Учила детей играть в школе раньше. Для настроения не играете? Нет. Я давно в руки не брала мандолину, вот только из-за съемки только. А так я давно-давно не брала в руки. Давно. Бер матур ауылда туып үстем, төпсек бала булып дөньяда. Аслы туклы көннәр күп булса да, зарланмыйм мин үткән елларга. Кем яратмый туган үскән ерен, кем яратмый туган анасын, кайсы ана кага ситкә тибеп, үз куенында үскән баласын. Кем яратмый шаулы матур тормыш, карый матурлыкка килешеп, кем әзер түгел барын алышырга, үзе туып үскән ересен. Ерем суым яшәү көсе бирде, хозур табигаты моң булды, атам-анам итәгатьле бул дип, бул тормышка мине җибәрде. Түбән кыйгы минем туган авылым, түбән кыйгы минем үскән ер, түбән кыйгын башлап белем бирде, түбән кыйгы мине тарткан ер, тирәге таулар, агаслыклар, авыл аша ага кыйгысы, ерак түгел матур әрәмәсе, кылтырап аккан ыек елгасы. Эштән саккан сакла искә төшә, ыек буйларында җәйләрен, Майнур апаның скрипкасына ерлый бейелек кисләрен. Мин яшәгән урам суар ягы, аръяк диләр шуңа халыклар. Тау астында булгангадыр ахры, куркытмады кышкы суыклар. Кая барсам авылым син исемдә, көндез истә, төнлә төшемдә. Түбән кыйгы минең туган җирем, синнән алам яшәү көсендә. Как бы хотелось увидеть в столице тоже прекрасный памятник учителю именно начальных классов, мудрому учителю с его добрыми, красивыми детьми.
престиж профессии учителя, вот что я хочу сказать. Престиж профессии учителя. Поступает не тот, кто не проходит нигде, поэтому только принимает. Потом не идут они, в школу не идут. Вот тут надо, вот если будет престиж профессии учителя, и зарплата будет выше, и авторитет учителя. Вот я не зря же хочу памятник поставить первому учителю. Это же тоже огромная воспитательная работа, это же авторитет учителя.